В состав попечительского совета Болгарской исламской академии пожалуй один из самых представительных среди российских учебных заведений. В него входит более 20 человек. Это руководство федеральных министерств, главы регионов, руководители крупных компаний, а также видные ученые. В числе участников совета сегодня также ждали Рамзана Кадырова и Алишера Усманова, но они, как сказано, не смогли приехать по уважительным причинам. Это мы видим примерно светилось. Такая встреча проходит впервые. Для некоторых и визит в Болгар первый. До начала заседания гостям провели экскурсию по городу и показали аудитории академии. Как отметил председатель попечительского совета Сергей Кириенко, задачи перед академией амбициозные. Она должна составить конкуренцию лучшим духовным вузам мира. Нам очень важную задачу поставил президент России Владимир Владимирович Путин по восстановлению и развитию такой традиционной отечественной исламской богословской школы. Уже несколько лет в России работает фонд поддержки исламской культуры и образования. Сейчас необходимо продумать и конкретизировать, как он может лучше помочь академии. Поддерживать собираются студентов, преподавателей и выпускников. Крайне важно, чтобы академия была не только образовательным центром, но и выступала в качестве ведущей интеллектуальной площадки российского ислама. Стала центром выработки концептуальных решений по основным вопросам развития мусульманской умы страны. Отстаивала позиции России на международной арене. В минувшем году состоялся первый выпуск Болгарской исламской академии. Дипломы получили 6 докторов мусульманского богословия. Раньше специалистов такого уровня в нашей стране не готовили. Богословов ждут в регионах. С их помощью предстоит поднять уровень религиозного образования. Сегодняшнее наше пребывание здесь – это как раз движение на этом пути. Создаются такие достойные учебные заведения, где представители наших религиозных общин могут получить достойный уровень образования. Сейчас в академии более 100 студентов. Лекции читают российские и зарубежные ученые. Она прошла очень большой путь. Мы видим, насколько увеличился и фонд библиотеки, насколько улучшились условия для обучения студентов здесь. Мы все чувствовали нехватку, во-первых, кадров, которые могли бы развить великолепную отечественную школу богословия, исламского, теологии, науки. Сегодня представили стратегию развития академии. В ее структуру войдут Всероссийская библиотека ислама и Центр межрелигиозного диалога. В структуре академии создается учебно-методический центр развития исламского образования, который будет осуществлять подготовку образовательных стандартов, программ, учебно-методических комплексов, отслеживать их внедрение в образовательные процессы, проводить мониторинг качества мусульманского образования в медресе и исламских институтах. Главный итог встречи – за качество религиозного образования в стране взялись всерьез, а такой серьезный кворум призван решить эту задачу. Дмитрий Айринин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Болгар.